Для всех желающих изучить ассирийский язык мы подготовили видеоуроки. Первая часть этих уроков – это ассирийский алфавит, аль-бит. Следующая буква ассирийского алфавита – буква Тет. В ассирийском языке звук Т обозначается буквой Тет. Это эмфатически согласный звук. Произносится энергично, напряженно. Буква Тет немного напоминает нераскрытые клещи и пишется в 3 приема. Со строки вниз опускается небольшая наклонная линия и поднимается вверх, вправо, образуя острый угол. Затем завершается основание на линии строки. Тарпа – лист. Тарпа – лист. Тера – птица. Тера – птица. Таяста – самолет. Таяста – самолет. Тана – груз. Тана – груз. Следующая буква ассирийского алфавита – буква Ют. Так же, как и Вав, буква Ют никакого звука не обозначает, а служит в качестве подставки для огласовки. Ют пишется зигзообразно с наклоном в левую сторону. Она соединяется с 2 сторон и пишется на строке. В сочетании с огласовкой скапа 2 продолговатые наклонные точки над буквой произносятся Я. Ялахта – платок. Ялахта – платок. Емма – мать. Емма – мать. Яля – мальчик. Яля – мальчик. Ялёпа – ученик. Ялёпа – ученик. Юльпана – образование. Юльпана – образование. Следующая буква ассирийского алфавита кяп обозначает на письме звук К. Этот звук произносится с преддыханием. Эта буква напоминает даллят или реш, без точки, лишь с той разницей, что ее верхушка немного заострена кверху, и конец линии основания немного выступает вперед, пишется в 2 приема. Кяп соединяется с 2 сторон, с другими знаками, кроме кяп конечной. Кельба – собака. Кельба – собака. Ктава – книга. Ктава – книга. Ктета – курица. Ктета – курица. Кетва – колючка. Кетва – колючка. Следующая буква ассирийского алфавита – буква ляммат. На письме обозначает звук Л. Ляммат находится на строке и пишется в 2 приема. Первая линия сравнительно длинная, с уклоном влево. Вторая линия тянется вперед, с ее основания, образуя острый угол. Ляммат с 2 сторон входит в соединение, по высоте, немного выше эллеп. Ляхма – хлеб. Ляхма – хлеб. Леша – тесто. Леща – тесто. Лишана – язык. Лищана – язык. Люха – доска, табличка. Люха – доска, табличка. Лебба – сердце. Лебба – сердце. Следующая буква ассирийского алфавита – буква Мим, обозначающая звук М. Этот звук обозначается буквой Мим, которая пишется на строке в 3 приема и соединяется с 2 сторон соединительной черточкой. Эта буква может находиться в начале и в середине слова. Высота Мим соответствует половине клеточки тетради в клетку. Конечная Мим имеет другое начертание. Месрыкта – расческа. Месрыкта – расческа. Марганита – жемчужина. Марганита – жемчужина. Матра – дождь. Матра – дождь. Мазуста – ящерица. Мазуста – ящерица. Мельха – соль. Мельха – соль. Следующая буква ассирийского алфавита – буква Нун, обозначающая звук Н. Буква Нун пишется на строке в 2 приема. По высоте занимает половину клеточки в тетради в клетку. Входит в соединение с другими знаками с 2 сторон. Нун конечная имеет другие начертания. Об этом речь пойдет позже.
Нуна – рыба. Нуна – рыба. Нашра – орел. Ншра – орел. Намра – тигр. Нмра – тигр. Нисерта – пила. Нисерте – пила. Нахира – нос. Нахира – нос. Следующая буква ассирийского алфавита – буква Симкет, обозначающая звук «с». Симкет пишется на строке в 3 приема. По высоте занимает половину клетки с 2 сторон, соединяется с другими знаками. Суса – лошадь. Сюся – лошадь. Сергя – седло. Сергя – седло. Сусыта – коса. Сусита – коса. Сара – луна. Сагра – луна. Сургяда – календарь. Сургяда – календарь. Следующая буква ассирийского алфавита – Эйн. Это глухой, гортанный, согласный звук. Буква «эйн» обозначается на строке в 2 приема. Этот звук имеет специфику. Произношение во многом зависит от места расположения в слове, то есть от соседства других звуков в слове. В начале слова «эйн» произносится как «эллеб», соответствующей огласовкой. Айна – глаз. Айна – глаз. Ирбе – овца. Арба – овца. Ита – церковь. Эйта – церковь. Акурва – скорпион. Акурва – скорпион. Амра – шерсть. Амра – шерсть.